нас на связи по скайпу заместитель председателя Народного собрания Александр Григорьевич Тарнавский, с кем я хочу поговорить о очередном бюджетном кризисе в Гагаузии, который возник из-за отмены закона о бюджете Гагаузии на 2022 год окончательным решением Высшей судебной палаты. Александр Григорьевич, слышите ли вы студию? Да. Рада вас видеть, Александр Григорьевич. Александр Григорьевич, вот Гагаузия осталась без бюджета. Это очередной бюджетный кризис, и в принципе такое ощущение, что Гагаузия в непрерывном бюджетном кризисе, вот, начиная с прошлого или даже с позапрошлого года. Вот сегодня с коллегой мы обсуждали, в прошлом году бюджет был принят в мае месяце на 2021 год, в этом году опять мы его приняли опять он был принят с опозданием, и вот тебе еще и отменен в конце года, когда примары должны уже в принципе и Гагаузия, публичные органы власти должны завершать освоение этого бюджета, закрывать свои обязательства, и тут, оказывается, бюджета у нас как бы и нету. Я предлагаю поговорить об этом, но перед тем, как поговорить об этом, я предлагаю посмотреть короткое видео от мнения примара села Бежгёз. Мы говорили с ним давеча об этом. Давайте посмотрим его, после чего перейдем к обсуждению. Теперь у нас счета были голые. Мы, естественно, с увеличением бюджета здесь, с принятием бюджета Гагаузии, мы как примария, конкретно село Бежгёз, мы дополнили. Теперь бюджет отменили, теперь этих финансов тоже нет. Я спрашиваю, как теперь госпожа Башкан будет комментировать вот этот момент? Кто в этом виноват? Виноват центральное правительство или виновато здесь? Я понимаю, что где-то какая-то процедура, может, была нарушена. Но последствия судебного решения кто-то просчитал. Я вижу сегодня по заседанию Народного собрания и потому, что заявила сегодня госпожа Алиса Федоровна, что никто не просчитывал последствия. Поэтому я думаю, что это диверсия по отношению ко мне, к моему сообществу села Бежгёз. Я считаю, что в регионе тоже. В таком сообществе нельзя жить. Нельзя жить, когда кто-то просто издевается над органами власти, издевается над людьми. Может быть, я, еще раз говорю, слишком эмоционален, называя вещи своими именами, как я считаю. Пускай будет контраргумент, но, еще раз говорю, у нас начало отопительного сезона находится под срывом. У меня нет финансовых ресурсов после отмены судебных решений, у меня нет финансовых ресурсов на статьи энергоресурсов. Александр Григорьевич, вот примар села Бежгёз считает, что это диверсия. Что с этим бюджетом намерено делать Народное собрание дальше? Как вы видите выход из этой ситуации? Да, здравствуйте, спасибо за возможность поговорить. Вы правильно отметили, что бюджетный кризис в Гагаузии, и он не датирован этим годом или прошлым. 3 бюджетных года подряд не исполняется план по собственным доходам, и это был первый признак о том, что бюджетный кризис в Гагаузии имеет место. Какая основная причина, по моему мнению? Это все-таки связано с тем, что особенно ярко проявляется конфликтная ситуация при утверждении бюджета последние 2 года. Это связано с тем, что у депутатов Народного собрания наконец-то появилось желание заниматься контрольными функциями, одной из главных обязанностей депутатов, помимо законотворчества. И это очень не нравится исполнительному комитету, который из 7 лет, как глава Гагаузии, является Ирина Федоровна. 6 бюджетных периодов бюджет утверждался практически по тем лекалам, которые представлял исполнительный комитет. И, в принципе, исполнительный комитет реализовывал бюджет в том видении, которым считал правильным. Депутаты Народного собрания начали выполнять свои контрольные функции, начали ограничивать расходы неприоритетные исполнительного комитета, и это вызвало противодействие. И, в принципе, кризис вызван только этим, по моему мнению. Что касается выступления примарского корпуса. Действительно, примары, начнем с того, что в Гагаузии сейчас действует временный бюджет, причем второй временный бюджет за 2022 год. Первый временный бюджет принял исполнительный комитет до апреля месяца, когда был утвержден бюджет на заседании Народного собрания. И второй временный бюджет исполнительный комитет принял уже сейчас, 6 октября. И он так и называется, второй временный бюджет. Что это означает? По закону о бюджете, по бюджетному процессу мы знаем, что если нет бюджета утвержденного, то действует прошлогодний бюджет, и примарии финансируются по 1/12 бюджета прошлого года. Или что значит временный бюджет?
Нет, это немножко прошлое. С 2018 года вступили изменения в действующее законодательство, и как таковой 1.12 уже нету. Если бюджет не утвержден своевременно за 3 дня до конца текущего бюджетного года, то администратор бюджета, в данном случае исполнительный комитет, принимает решение о введении временного бюджета. Временный бюджет, он, ну так, если упростить, он включает программы и расходы, действующие в предыдущем бюджетном году. И Ну, грубо говоря, это тот же предыдущий год, просто он не финансируется по 1.12, как раньше, вот здесь больше свободы, но это прошлогодний бюджет, грубо говоря, так? Да, но есть лимитирование тем, что не должно быть новых расходов, новых программ, которых не было в предыдущем бюджетном году. Так только, вот, те, которые были утверждены в прошлом году, правильно? Да. Вот таким образом 6 октября исполнительный комитет утвердил второй временный бюджет. Это их полная компетенция. Здесь не нужно решение законодательного органа. И сейчас процедура должна по утверждению бюджета на 2022 год полностью повториться. То есть опять должен быть разработан проект бюджета на 2022 год исполнительным комитетом, проведены публичные слушания, представлены в адрес Народного собрания, и дальше все по процедуре. При Марии, я не знаю, исполнительный комитет отправил временный бюджет примарам для сведения и для применения в работе или нет. Нам он попал позавчера, 11 октября, поэтому, возможно, Николай Гатишан, который выступал у вас в передаче, возможно, он не владел параметрами этого временного бюджета. Мы его позавчера получили, постарались изучить. И, в принципе, некоторые опасения примаров, они безосновательны, потому что капитальные инвестиции, которые были утверждены в аннулированном бюджете, они сохранены во временном бюджете, то есть все 35 миллионов на капитальное вложение. Сохранены ассигнования на освещение ночное населенных пунктов. Восстановлено питание старшеклассников 5-12 классов до конца бюджетного года. Восстановлено финансирование фонда субсидирования сельского хозяйства. То есть, в принципе, все те поправки, которые и вызвали конфликт между исполнительным комитетом и Народным собранием, они сохранились. Чего нет в рамках временного бюджета, это источника финансирования. Вы помните, мы сокращали на 20% ассигнования по структурам исполнительного комитета на 10,5 миллионов леев. То есть во временном бюджете эти ассигнования восстановлены по структурам исполнительного комитета. И есть некоторые вопросы, связанные с тем, что резервный фонд исполнительного комитета резко вырос на 3 миллиона по отношению к тому, что мы утверждали в бюджете. И есть вопрос, связанный с финансированием пожарных депо в сельских населенных пунктах. Я не утверждаю, что это действительно так, как есть по этим двум направлениям, но из тех документов, что к нам поступили, вот такие выводы можно предварительно сделать. Я пока не разговаривал с Главным управлением финансов, чтобы свою позицию подтвердить. Но вот давайте уточняющий вопрос. Вы говорите, что ассигнования на кап-вложения, и там были главные, вот письмо, которое тот же господин Гатишан направил в исполком и Народное собрание, вот с требованием разобраться и выявить, ну скажем, виновных и дать ему ответ, как ему действовать дальше. Его переживания были связаны с тем, что, в частности, его переживания, да, связаны с тем, что в бюджете на 2022 год, который был сначала принят и потом отменен судебной инстанцией, там были деньги на кап-вложения, на кап-инвестиции. Он запустил процедуру, были отобраны подрядчики. Теперь пришло время к заключению контракта и перечислению денег, но оказывается, денег нету. Насколько мне известно, в прошлогоднем бюджете, а временно действующий бюджет может действовать только тот, который был в прошлом году утвержден, в прошлогоднем бюджете не было денег на кап-вложения и кап-инвестиции. То есть вы говорите, что переживания примаров не обоснованы. Но как они могут быть не обоснованы, если действует временный бюджет, то бишь бюджет прошлого года, а в прошлом году в бюджете не было денег на кап-инвестиции? Да, вопрос понятен. Дело в том, что 6 октября исполнительный комитет утвердил второй временный бюджет. До 6 октября прошло 9 бюджетных месяцев. Фактически расходы в эти периоды осуществлялись. Фактически в этот период были приняты изменения в тот бюджет, который был аннулирован. И таким образом ни апелляционная палата, ни высшая судебная палата, они взяли к рассмотрению иск исполнительного комитета об аннулировании бюджета, но не приостановили
действия закона. И получается, все, что до 6 октября по факту происходило, оно включено во временный бюджет, который был утвержден исполнительным комитетом Гагаузии. То есть, уточнение, временный бюджет, который утвердили 6 августа, это бюджет за первые полугодия этого года, я правильно понимаю? Даже не за первое полугодие, а фактически за 9 месяцев плюс 6 дней октября 2022 года. Поэтому в это решение о временном бюджете вошли и распределение капитальных вложений по местным проектам, в том числе по Бешгиозу, и расходы, связанные с освещением населенных пунктов. То есть то, что депутаты принимали в апреле месяце, оно сохранено во временном бюджете за некоторым исключением. Понятно. Ну, в любом случае, это как бы такая немножко не совсем приятная ситуация, но тем не менее. Еще один, вот я бы хотел с вами подробно обсудить по поводу вот этих вот 3 миллионов лей, которые возникли там на резервный фонд, да, исполнительного комитета. Но вот эта ситуация, она возникла почему, с вашей точки зрения? Потому что Башкан опротестовал этот бюджет в связи с тем, что якобы была нарушена процедура. Я правильно понимаю, да? И процедура, насколько я понимаю, была нарушена в связи с тем, что Народное собрание в одностороннем порядке включила в бюджет Гагаузии на 2022 год определенные статьи расходов, ну, грубо говоря, внесла свои изменения, свои корректировки без того, чтобы согласовать с исполнительным комитетом. Не является ли это нарушением компетенции, в данном случае исполнительного комитета, потому что формировать бюджет — это прерогатива исполнительного комитета, Народное собрание может его либо утверждать, либо не утверждать, вносить свои предложения, но ни в коем случае не формировать бюджет за исполнительный комитет. Не видите ли вы здесь как бы проблему и в том числе еще и в Народном собрании, в тех действиях, которые были совершены в апреле месяце? Да, спасибо за вопрос. Значит, давайте попробуем разобраться. Процедурные вопросы – это вопросы, связанные с соблюдением регламента, статей, посвященным рассмотрением законодательных инициатив. К сожалению, если глубоко разбираться со всеми нормативными документами, принимаемыми в Гагаузии, как на уровне исполнительного комитета, так и Народного собрания, вы не найдете ни одного документа, который принят со стопроцентным соответствием той процедуре, которая расписана в регламенте. Что касается бюджета, вообще изначально бюджет, который должен был представлен быть исполнительным комитетом в качестве проекта бюджета, крайний срок его представления — это 20 ноября 2021 года. Проект бюджета, поступивший от исполкома в адрес Народного собрания, был датирован 13 декабря, то есть намного позже. То есть изначально, если четко следовать букве закона, проект бюджета, который мы рассматривали, поданный исполнительным комитетом, он сам по сути незаконный, потому что был представлен позже установленного срока. Но мы тогда не стали обращать внимание на эти процедурные вопросы, потому что вы помните, как долго формировалось Народное собрание, когда оно было конституировано, когда стало функциональным. И поэтому, не обращая внимания на эти уже скобки процедурные, проект бюджета начал рассматриваться, и в него были внесены несколько поправок. Эти поправки, напомню, к тому проекту бюджета, который представлял исполнительный комитет. Эти поправки в общей сумме составляли 16 миллионов леев, то есть 5% от суммы центрального бюджета Гагаузии. Вот Народное собрание вторглось всего лишь 5% от того проекта бюджета центрального Гагаузии, который был представлен исполнительным комитетом. И вот все равно это стало камнем преткновения и поводом для подачи иска в судебную инстанцию. Что касается разделения компетенций, безусловно, исключительная компетенция исполнительного комитета разрабатывать и исполнять бюджет Гагаузии, но в то же время исключительная функция депутатов Народного собрания утверждать и контролировать. И в ходе предложения любого проекта закона, в том числе бюджета, депутаты Народного собрания обладают правом законодательной инициативы, то есть внесения поправок к тем статьям, которые были представлены исполнительным комитетом. То есть процедура была соблюдена. Александр Григорьевич, вот мы видели множество заявлений Народного собрания в связи, там, я не знаю, с... Ну, недавно были заявления Народного собрания по поводу марша Прайда в Кишиневе, да, то есть что это, ну, там, Народное собрание, там, что это было неприемлемо, потом еще заявление по поводу статуса кандидата. Ну, вот как-то Народное собрание промолчало вот в этой ситуации, хотя примары, насколько я знаю, понимают, это очередной бюджетный кризис. В очередной раз мы в такой достаточно сложной ситуации оказываемся, но Народное собрание пока никак не отреагировало. Более того,
по-моему, сразу после решения Высшей судебной палаты было заседание Народного собрания, где этот вопрос даже не рассматривался. Вот почему такое молчание со стороны Народного собрания? И опять же вернусь к своему вопросу. Как вы видите выход из этой ситуации? До конца года осталось каких-то там 3 месяца или 2. Бюджетный процесс непрерывный, и даже в условиях того, что нет утвержденного бюджета Народным собранием, действует временный бюджет, и, в принципе, бюджетный процесс продолжается. Вместе с тем, конечно, это нормально, когда происходит такая ситуация, и мы рассчитываем, что хотя бы до 1 ноября, нам же проект бюджета еще исполнительный комитет не представил на 2022 год для того, чтобы мы его утвердили. Но, конечно, перспектив для каких-то масштабных изменений того документа, который будет представлен в исполнительный комитет, практически нет, потому что даже если это будет в ноябре месяце, фактически 11 из 12 бюджетных месяцев завершены. И говорить о каких-то кардинальных изменениях бюджета, если говорить откровенно, практически не приходится. То есть, в общем, глава автономии, исполнительный комитет добились через судебную инстанцию, несмотря на то, что было единогласное решение депутатов по бюджету, добились своего. Да? Но на самом деле все равно есть позитивные моменты, потому что в любом случае Народное собрание показало, что есть позиция, что в периоды кризиса, который мы сейчас переживаем, необходимо экономно, эффективно расходовать ограниченные бюджетные ресурсы. И те поправки, которые мы все-таки внесли в проект бюджет на 2022 год, они нашли свое отражение даже в том временном бюджете втором, который утвержден исполнительным комитетом. Напомню, что эти поправки прежде всего были направлены на продолжение децентрализации финансов. Это капитальные инвестиции для примаров, это освещение населенных пунктов, это поддержка пожарных служб на местах. Поэтому мне не совсем иногда понятна позиция примарского корпуса, которая вот такая критична и ищет виноватых, в том числе в Народном собрании. Хорошо. Прежде всего, эти поправки были направлены на поддержку муниципалитетов, да, для того, чтобы они могли иметь больше средств для того, чтобы лучше выполнять свои функции по отношению к избирателям и к людям. Александр Григорьевич, а это самое, вопрос еще такой. Вот вы пытались сократить расходы этого самого исполнительного комитета, но вот сейчас исполнительный комитет поставил Народное собрание в ситуацию, когда вам придется принимать в ускоренном порядке и соглашаться практически на все условия, которые они выдвигают. Потому что нужно принимать бюджет. То есть добились ли вы своей цели как депутат Народного собрания в этой ситуации? И плюс вы говорите сами, что там каких-то 3 миллионов леев получилось, возникли какие-то непонятные, не знаю, там 3 миллиона лей по увеличению этих самых резервного фонда исполнительного комитета. Как так получается? Давайте, Михаил, откровенно. Безусловно, Народное собрание добилось своей цели, хотя бы в том, чтобы мы в этом созыве впервые консолидировали весь депутатский корпус при голосовании бюджета за 2022 год. И вообще это в истории Народного собрания единогласное голосование всех депутатов за преодоление права вето Башкана на утверждение бюджета произошло впервые. То есть мы нашли общий консенсус и общее понимание вопросов. Теперь добился чего исполнительный комитет? Во-первых, это решение, нечестный диалог между структурами власти, не поиск решения, а решение через судебную инстанцию. И я уверен, что судьи, когда рассматривали иск главы Гагаузии по отношению к местному закону, они испытывали определенное удовлетворение, потому что очень много местных законов в Гагаузии отменяется в последнее время Высшей судебной палаты. Я напомню законы о предпринимательском патенте, о фиксированном налоге, о фиксированном налоговом свидетельстве. Но тогда истцами выступало правительство, да, через канцелярию, через Министерство финансов, через органы прокуратуры. А тут сама Гагаузия оспаривает собственный нормативный акт, на минуточку главный финансовый документ Гагаузии. Поэтому я думаю, что судьи не особо вдавались в подробности, да, бюджетного процесса, бюджетной политики в Гагаузии, тех приоритетов, которые утвердили депутаты Народного собрания, а просто в очередной раз получилась вот такая правовая порка Гагаузии. Поэтому в любом случае в том, что произошло, есть положительные моменты, хотя бы в том, что депутаты Народного собрания постарались тщательно разобраться в бюджетном процессе, в приоритизации расходов и открыто говорили о тех проблемах, которые есть со стороны администратора бюджета при его исполнении. Публичная порка Гагаузии или Народного собрания, Александр Григорьевич? Потому что
в данном случае, если бы Кишинев обратился и по инициативе госканцелярии, то тогда можно было назвать, что это публичная порка Гагаузии. А так получается, что это внутренняя Но учитывая, разборка. что это представительный правомочный орган Гагаузии, то, безусловно, это относится ко всей автономии. Ваша логика понятна. Александр Григорьевич, спасибо большое, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Да, спасибо. Да, приятного вечера и желаем, чтобы Народное собрание и исполнительный комитет как можно быстрее нашли выход из этой ситуации. Спасибо. Да, до свидания.